Сосногорские школьники приняли участие в военно-патриотической игре «Победа». Состязались 7 команд со всего района. Заключительным этапом стал смотр строя и песни. Кто оказался лучше всех, расскажет Дарья Филитова. Игре «Победа» больше 20 лет. В 2019 году кадеты из Сосногорска даже представляли республику на федеральном уровне. Тогда за победу бились команды почти 80 регионов страны. Наша заняла 28-е место. В этом году школьники вновь участвуют. В игре ученики с 8 по 11 классы. Сначала у нас был этап нормы ГТО сдавали дети, то есть физическую подготовленность показывали. Потом был этап на интеллектуальный у нас, это знание истории Великой Отечественной войны, просто истории страны. И медицинская подготовка, то есть знание оказания первой медицинской помощи. Это было все в теории. Из практики стрельба по мишеням и сборка-разборка оружия. Смотр строя и песни стал третьим этапом в рамках муниципальной игры. Школьникам необходимо показать свое умение маршировать и выполнять команды вместе и поодиночке. На подготовку 2 недели. Для многих ребят подобное в новинку. Трудности были в маршировке, в поворотах. Разные повороты в разных случаях. Бывает, забываем команды сами. Но в целом все неплохо. У кадет преимущество. В подобных соревнованиях они участвуют каждый год, а в строевой подготовке упражняются постоянно. Диана Сафонова – ученица кадетской школы. Ее родители служат в правоохранительных органах. Девушка собирается идти по их стопам. Тут дисциплина, тут обучают много чему новому. То есть из этой школы можно уйти, поступить в какое-то более высшее образование и иметь понятие, что к чему и как готовиться. Я сейчас иду в 10 класс, а после 11 класса я собираюсь поступать в правоохранительные органы. Участников оценивали баллами. В жюри сотрудники полиции и управления образования. На первом месте – команда кадетской школы. Осенью ребята отправятся на республиканскую военно-патриотическую игру «Орленок». Дарья Филитова, Полина Бастракова, Евгений Юрин. Телеканал Юрган, Сосногорск.